Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Во всероссийском турнире «Кавказ-2021» по повышению квалификации участвуют около 40 альпинистов со всех уголков России. Первый соревновательный день. Погода в горах благоволит спортсменам. Альпинисты чувствуют себя отлично. Они готовятся покорить горы Ингушетии. Бегу 2-й километр по полям и горам Кавказа. Участники с разными разрядами, а многие из них только на пути его получения. Для повышения класса альпинистам необходимо преодолеть маршруты нескольких категорий сложности от 1 до 6. Всего их 20. Альпинисты заранее изучают выбранный путь по карте горы Цейлом. Она считается одной из самых сложнопроходимых вершин России. Даже Эльбрус по сложности уступает в 3 раза. Его уже покорил Беслан Гудиев. Для получения 3-го разряда он также совершил восхождение на Казбек, причем 2 раза. Альпинисту 67, и его это никак не останавливает на пути к достижению цели – получить 2-й разряд. Ломыш духти зараги, ломыш циркас могриды. Гаскаж вали мое сердце в горах. Что угус хоть лахче шезри, хоть лахче ден сахай. Волвену славис. Тахану уже ворс бахла шумади солил. Док абадянда. Я бай бизабян баси док абадянда. Самое, наверное, экстремальное и запоминающееся восхождение у группы 1-го разряда. Их маршрут начертан на перепаде горы в 1 километр. Это целая каменная стена, и чтобы добраться до вершины, участникам придется потратить несколько дней. Каждый альпинист несет с собой до 30 килограмм груза, снаряжение, еду, палатку. Их устанавливают на выступах скал, бывает и прямо на весу. Тогда используют дополнительную платформу, которая служит основанием. Чтобы разбить палатку, уходит порядка 2 часов. Этому учишься, и это приходит с опытом, с мастерством. И в какой-то момент, это обычная альпинистская работа. И поэтому что-то сказать, что там сверх экстремальное для альпиниста, это не сверхэкстремальное. То есть, в принципе, допустим, если бы мне сказать, я 40 лет занимаюсь альпинизмом. Конечно же, на этой стене мне все понятно, что нужно делать, как нужно работать на ней. Ну а для новичков это как раз есть то, чем мы здесь в этом альпинистском лагере занимаемся. Мы учим их правильно ходить в горы, мы учим пользоваться веревкой, правильно страховаться. Дмитрий Анпилогов, альпинист с 3-м разрядом, увлекается экстремальным видом спорта с 2018 года и в планах покорить Эверест. Чтобы осуществить свою цель, ему нужно достичь 1-го ранга. На этих соревнованиях ему предстоит восхождение на гору по маршруту 2-й категории. Хочется набраться знаний, еще опыта, потому что у меня еще 3-й разряд. В принципе, это, конечно, небольшой шаг такой же в мире альпинизма, но для того, чтобы пройти серьезные горы, то есть надо иметь серьезный достаточный опыт, если ты хочешь это делать безопасно. Ну и достаточные знания. В этом году в соревнованиях принимает участие и Ингушский поисково-спасательный отряд МЧС России. С начала участия этих альпинистов на нашей земле мы постоянно проводили мероприятия по обеспечению безопасности. И вот с Федерацией альпинизма было задумано составлено соглашение, чтобы они обучили наших ребят и уже, чтобы мы принимали участие в необходимых работах квалифицированными специалистами. Участие МЧС в таких соревнованиях для участников еще один нюанс в вопросе безопасности, так как любая ошибка на высоте может стоить жизни. Для Мавладгири Катиева это 1-е восхождение. Опыта никакого, но желание выше гор, поэтому решил добровольно записаться в спасательную группу. Первая необходимость Бог бьется альпинисты, обычно туристы, специальное снаряжение подготовлено на хоху уже подготовка пройти до уже для этого. Федерация альпинизма взаимодействие уже. А на равнине их ждет палаточный городок, где можно отдохнуть и подкрепиться. А после передышки восхождение уже по другому маршруту. Соревнования в Джейрахском районе завершатся 10 марта. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.